В канун захвата отрядом газиев Хунзаха, то есть в начале второй половины XIII века, аргванинское историческое предание отмечает продолжающуюся активную экспансию сураки в гумбетовских землях. Тарих Дагестан указывает на наличие раэтов сураки к этому времени в Тушетии. Очевидно, что продолжающееся отвлечение военных сил Нуцала вновь оказалось благоприятным для удара газиев по Хунзахскому княжеству, на этот раз с юго-востока. В составе «Сказания об Аргване» и «Тарих Дагестан» уцелели части предания об этом вторжении, по которым можно восстановить ход событий. Однажды называются даты от 654 до 900 года хиджри, то есть от 1256 до 1494 года нашей эры. Войско газиев под руководством шейхов Ахмада, Абдуллы, Абу Муслима и Абтал-Муслима, Абдулла либо Абтал-Муслим в некоторых списках опускаются, направилось, иногда указывается, из Кара-Хайдака, в аварию, где правил неверный Нуцал Сурака, иногда добавляется его брат Кахру. Сначала они одолели Кахру в Чир-Юрте, иногда сюда относят гибель Ахмада и Абдуллы, затем был захвачен Хунзах, иногда при этом гибнет Абтал-Муслим. Сурака погиб, исчез, а его сын Бояр Аббас, Яр-Аббас, Байрам-Пас, бежал в Туш. В Хунзахе устанавливается теократическое правление газиев. Сказание об Аргване кратко сообщает, что газии захватили крепости и поселения Кахру и Сураката, убили обоих, и Абу Муслим стал имамом Аваристана. Крайне трудно судить о степени аутентичности всех этих сведений, особенно деталей. Рассказ о вторжении газиев, а затем о притоке мусульманского населения, вероятно, беженцев из разоренной монголами плоскостной и предгорной полосы Дагестана, в горные области, не затронутые нашествием монголов, согласуется с более ранними историческими фактами. В самом деле давнее существование в Дагестане традиции газийских походов, газийских баз и центров, а также газийских дружин, постоянно пополняемых пришлыми и местными исламскими элементами, все это обосновано надежными источниками вплоть до XII века. С другой стороны, исчезновение населения в плоскостной и предгорной полосе Дагестана в середине XIII века предполагает не только его гибель, но и частичный отток беженцев. Впрочем, основная масса беженцев осела, видимо, во внешнем Дагестане, и нет в аварии ни одного коренного мусульманина. В других дагестанских вилаятах, то есть во внешнем Дагестане, население представляет смесь коренных мусульман и тех, среди которых распространен ислам. Добавим, что данная в местных источниках картина ухода населения в более безопасные места не содержит противоречий установленным исторических фактам. После насильственного прекращения правления Сураки его сын Бояр прожил в изгнании, и лишь Амир-Султан сверг власть газиев в Хунзахе. Эти события должны занять время, несколько превышающее продолжительность жизни одного поколения. Это близко к сообщению «Сказания об Аргване», определяющему газийское правление в аварии в течение примерно 30 лет. Окончание правления газиев во всех источниках связано с исчезновением Абу Муслима, в разных версиях он либо умирает, либо бежит из аварии в Кумух, либо даже гибнет от стрелы во время джихада в Гидетле.